граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Каждый год 9 мая и 22 июня Таджикистан вспоминает и чествует героев Великой Отечественной войны, ушедших на фронт в 1941 году. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Фюрер Адольф Гитлер при нападении на СССР ставил перед собой цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, истребить основную часть населения и германизировать территорию страны вплоть до Урала. Война продолжалась 1418 дней и завершилась безоговорочной капитуляцией Германии 8 мая в 22 часа 43 минуты. По данным Минобороны России, общие людские потери страны СССР в ходе Великой Отечественной войны составили почти 30 миллионов человек. Имущественные потери страны достигли порядка 30% всего национального богатства. Таджикистан внес ощутимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Республика стала одним из центров эвакуации. На территории Таджикистана было размещено 29 эвакогоспиталей, в которых красноармейцы восстанавливались после полученных травм и ранений. Согласно статистике Коммунистической партии Таджикистана, в ней приняли участие порядка 250 тысяч солдат и офицеров, а также 45 тысяч тыловиков республики. После войны домой не вернулись более 100 тысяч человек. За победу над фашистами сражались и отдавали жизни миллионы людей, граждане всех республик СССР, независимо от национальности и политических убеждений. Именно в этот страшный период жителей Советского Союза объединила цель защитить Родину от оккупантов. И только благодаря единству, героическими подвигами и народному духу наши предки смогли победить на этой войне. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. Наши воины проявили героическую храбрость во время Великой Отечественной войны. Они сражались с врагами на фронте, трудились в тылу, принимали у себя беженцев со всех концов страны. С первых дней войны таджикский народ, как и другие народы Советского Союза, осознал всю опасность, нависшую над Родиной. В военных комиссариат Таджикистана стали поступать заявления о добровольном зачислении в ряды Красной армии. Уже к 7 июля 1941 года в один только городской военкомат Сталинабада, это сегодняшний Душанбе, поступило более 3000 заявлений, из них 740 от женщин. К ноябрю того же года в республике была сформирована несколько национальных бригад, стрелковые и кавалерийские. В войне из Таджикской ССР участвовали в обороне Брестской крепости, Киева, Смоленска, Одессы, Севастополя и других городов. Помогали освобождать блокадного Ленинграда и Москву. Сражались на Курской дуге, очищали от захватчиков Беларусь, Прибалтику и Польшу. В Сталинградской битве принимала участие 61-я кавалерийская дивизия, сформированная в разных городах и районах Таджикистана. Дивизия была укомплектована из жителей со всей территории Таджикской ССР. Кавалеристы, преодолевая жесткое сопротивление противнику, и обеспечивали наступительные операции Сталинградского фронта, продолжая активные действия в тылу врага. За мужество и отвагу в борьбе с фашизмом, проявленные на полях сражений, 56 тысяч посланцев из Таджикистана были награждены боевыми орденами и медалями. 54 воина удостоены в высшей степени звания Героя Советского Союза.
15 бойцов стали кавалер 3 орденов славы. Огромный вклад в победу внесли и труженики тыла. Таджики, и стар, и млад, мужчины и женщины в годы Великой Отечественной войны трудились на промышленных предприятиях, фабриках и заводах, на сельскохозяйственных полях. Цель была дать СССР и Красной армии как можно больше оружия, хлеб, мясо, сырья, зерна. Прежде всего в Таджикистане вступило в строй более 20 предприятий и цехов цементной, авторемонтные, электромеханические заводы. На фронтах Великой Отечественной войны за защиту Родины и освобождение народов Европы от немецко-фашистских оккупантов воевали и проявили высокое мужество и героизм. Среди них герои Советского Союза из Таджикистана Нимат Карабаев, Хади Кинжаев, Тучи Эрджигитов, Сафар Амиршоев, Хайдар Касимов, Исмаил Хамзаалиев, Эргаш Шарипов и ряд других таджикских воинов, воевавших в Великой Отечественной войне. Тучи Эрджигитов попал на фронт в июне 1942 во время боя в октябре 1943 в районе деревни Смердыни Тоснинского района Ленобласти, автоматчик закрыл собой амбразуру дзота, позволив своей роте наступать. Воодушевленные подвигом Эрджигитова, сослуживцы пошли в атаку и ворвались в траншею противник. Эрджигитов похоронен в братской могиле в Любани. Ему было посмертно дано звание Героя Советского Союза. В его честь названы совхоз и школа в Ашском районе Сагдийской области Республики Таджикистана. Карабаев Нимат был первым таджиком, удостоенным звания Героя Советского Союза. С первых дней Великой Отечественной войны Карабаев ушел на фронт и отважно воевал. С ноября 1941 командовал пулеметного взводом 56-го кавалерийского полка. Участвовал в битве за Москву, Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операциях. Погиб в январе 1943 при переправе через Дон. Был награжден медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. Именем Карабаева назван проспект, улица и площадь в Душанбе. Сафар Амиршоев он особо отличился 16 июня 1944 в битве у населенного пункта Жежмаряй Кайшидорского района Литовской ССР. Во время боя с прорвавшимися танками противника Амиршоев первым развернул гаубицу и подбил головной танк. В ходе ожесточенного боя были ранены все советские бойцы расчета. Сам Амиршоев получил 2 ранения, однако перед смертью смог подбить еще 2 танка. За образцовое выполнение боевых заданий, отвагу и геройство был посмертно удостоен Героя Советского Союза, медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. Похоронен в братской могиле в Жежмаряе. Имя Амиршоева носит улицы в городах Душанбе, Кулябе и селе Дахан. После распада Советского Союза, республики приобрели независимость. Создавалось Содружество независимых государств СНГ. Целью было для поддержки друг друга, для развития экономики, безопасности в те трудные времена. В России стали приехать трудовые мигранты из стран бывшего Союза в поиске работы и лучшей жизни. Именно из Таджикистана, по неофициальным данным, в России проживают и работают около 1 миллиона граждан. Во всех городах России таджикистанцы создавали диаспоры для помощи и поддержки своих граждан, и которые активно работают с местными властями. Одной из самых активных таджикской диаспоры – это Кемеровская региональная общественная социально-культурная организация «Русско-таджикская дружба». Весной 1996 года, когда наши соотечественники начали приезжать в Кузбасс, с надеждой что-то заработать и испытывали трудности в языке и трудоустройстве, именно тогда Тахиров Шавкат, Резоев Амирджон, Адинаев Рахманали, Файзов Хабиб, Назаров Дарьё, Абдурахимов Мумат Карим, Суньев Имадидин, Хуршет Хамдамов создали таджикскую общину «Самон». Далее, в 2006 году эта организация была переименована в Кемеровскую региональную общественную организацию «Русско-таджикская дружба» и официально зарегистрирована. В мае 2022 году было перерегистрировано на Кемеровская региональная общественная социально-культурная организация «Русско-таджикская дружба». Организация тесно взаимодействует с УВД, ГУ, МВД, администрацией города Новокузнецка и управления культуры. Организация участвует в семинарах, праздниках, выставках и фестивалях творческих коллективов.
Участвует в программе для школьников «Русский язык как народный». Руководитель организации является Тахиров Шавкат Исломович, признанный лидер таджикской диаспоры Новокузнецка. Члены организации во главе с Шавкатом Исломовичем являются инициаторами и организаторами проведения различных мероприятий, национальных праздников, спортивных мероприятий и благотворительных акций. Цели и задачи организации – это содействие сохранению и развитию языка, традиций, культуры таджикского народа, содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания с другими национальными объединениями, содействие борьбе с расизмом, национализмом во всех его проявлениях, содействие защите законных прав и интересов граждан Таджикистана. Россия стала для нас второй родиной. Мы уважаем язык, историю, культуру и традиции русского народа и других национальностей, проживающие в России. Мы никогда не забудем подвиг наших предков, наших героев, которые победили фашизм и дали нам и нашим детям мирное небо над головой.